Здравствуйте! Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых предлагает вашему вниманию 8-й выпуск рубрики «Разговор о творчестве». Сегодня мы с вами узнаем о жизни и творчестве художника, который родился в нашем городе, долгое время жил и работал, принимал активное участие в художественной жизни нашего города. А сейчас он живет и работает в России, в городе Барнаул. Мы сегодня говорим о творчестве замечательного человека, прекрасного живописца. Мы будем сегодня общаться с Валентином Ивановичем Шипило. Шипило Валентин Иванович родился в 1949 году в Семипалатинске, окончил Фрунзенское художественное училище в 1973, учился в Дальневосточном институте искусств в 1973-1975 годах. Обладатель премии студенческой выставки конкурса, посвященной 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, Владивосток, 1975 год, член Союза художников СССР, участник городских, областных, республиканских международных выставок с 1975 года, среди которых отчетные выставки семипалатинских художников в областном выставочном зале, юбилейные выставки Союза художников РК Алма-Ата, краевые выставки в городах Барнаул 11-17 года, региональная выставка Сибирь-11, город Омск 13 год, всероссийские выставки Лики России, Архангельск 16-17 год, Красный проспект, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Новосибирск 14-17 года, персональные выставки в литературно-мемориальном музее Достоевского Семипалатинск 1997 год, в Ассамблее народов Казахстана Семипалатинск 1997 год, в галерее Бандероль Барнаул 2011 год. Выставка, посвященная 65-летию, выставочный зал Алтайского отделения Союза художников России в 2014 году. Персональная выставка в 2021 году в городе Барнаул. Награжден серебряной медалью Союза художников Российской Федерации. Произведения хранятся в музейных и частных коллекциях в Казахстане, России, США, Германии, Израиле. Валентин Иванович, расскажите, пожалуйста, о детстве. Родился я в городе Семипалатинске в 1949 году в семье железнодорожников. Семья наша была дружная, многодетная. Я родился третьим ребенком. Кроме меня росло еще 2 брата и 4 сестры. В 50-м году семья переезжает в Томскую область, где стоит 2 барака на 48-м километре, железная дорога, кругом тайга, лес разный, притом разный, и поле льняное, по которому мы бегали и пылили. В школу мы ходили уже в деревню Тюняри за 3 километра. Там тоже романтики хватало. Одна единственная улица, но длинная-предлинная. Вспоминается по детству учитель рисования, который с нами, ребятишками, занимался. Он жил в одном из этих бараков и ставил нам какие-то предметы, пытался нас чему-то научить. Мне брат вспоминает, рассказывал Володя, что он отметил из всех занимающихся именно тебя. Он, мол, станет художником. Но уже в конце 3 класса мы переехали снова в Семипалатинск. В Семипалатинске красоты хватало своей, потому что там протекает хорошая большая река Иртыш, Сосновый Бор. Бегали на Иртыш, на пляж, далеко, через весь город, и не уставали. Ловили рыбу, на рыбалку ходили.
бегали, прыгали, играли в лапту, играли в городки, в разные другие игры, придумывали какие-то соревнования. Я, например, организовывал возле дома с ребятишками то прыжки в высоту, то в длину, то еще что-то. А зимой на лыжах делали всякие марш-броски. Вы окончили Фрунзенское художественное училище, а затем был Дальневосточный институт искусств. Расскажите, пожалуйста, о своих педагогах. Первыми педагогами в художественном училище были Керимбеков Кольчаро, кончивший академию, Духанин Александр. Очень сильные мастера своего дела, которые дали очень много. После первого курса у меня была учеба прервана, так как призван был в советскую армию. 2 года отслужил в Самарканде, а потом в Казанджике, Туркмении, и вернулся на 2-й курс. Там уже были другие педагоги. Один из них был Мукамбетов, который после академии, он был скульптор и рисовальщик по рисунку. По живописи был Флекман, потом Тарабеков. Все они очень сильные живописцы, и также в рисунке и в живописи, и очень хорошие педагоги. Поэтому я им очень благодарен за то, что они мне там многому научили. Колорит киргизский, он своеобразный. И он, конечно же, отличается, допустим, от природы Семипалатинска или другой местности. После окончания художественного училища вопрос стал, что же делать дальше. Хотелось учиться, хотелось что-то еще познать, хотелось закрепиться в живописных таких интересных началах, которые были освоены. И выбор был все-таки в пользу Дальнего Востока. Я уже заочно немножко знал, там некоторые друзья уже учились до этого, и знал некоторых педагогов, таких как Шебека. Этот институт, там романтика влекла, потом свобода, живописные работы выполнялись в свободной манере, в такой не совсем академической. То есть сама природа, там дальневосточная, там отец у меня служил. В общем-то, все к одному привело меня к этому институту. Какой жанр был для вас близок в то время? Изменились ли потом ваши художественные пристрастия, ваше мировоззрение? Я всегда работал в разных жанрах, будь это портрет, пейзаж или натюрморт, но все же большее такое пристрастие имел к пейзажу, потому что все-таки в пейзаже можно выразить очень многое. Там много моментов таких интересных. Во-первых, пейзаж меняется, во-вторых, у него воздушная, линейная, цветовая перспективы, которые надо решать. Пейзаж движется, он привлекает настолько к себе. Когда-то я очень много писал этюдов, собственно, я и сейчас этим занимаюсь. И мне вот эти мгновения настолько будораживали, потому что там был цвет, неповторимые цветовые отношения, которые я старался передать
Потом в дальнейшем я уже стал задумываться над тем, что нужно переходить к образу, то есть пейзаж не ради цветовых пятен, этюдов, а какая-то мысль должна присутствовать, то есть должен присутствовать образ. Вот это очень сложно, но тем не менее интересно. Для этого требовалось время, для этого требовались композиционные решения, которые должны обогатить и колорит, и линию, что придавало бы работе содержание и смысл. Хотелось гармонии цвета и мысли, чтобы все сочеталось. Я стараюсь к этому стремиться и буду стремиться к этому, насколько это будет возможно, насколько хватит моих понятий и моих сил. Просто даже дерево, которое в пейзаже написано, оно не просто должно быть деревом, а частью космического пространства. Вот и получается, что даже дерево написать с небом совсем непросто. Чье творчество, а какого мастера из мировой культуры вам близко? В мировой живописи очень много замечательных мастеров, но я бы среди них как-то обозначил несколько имен. Первый – это, конечно, Рембрандт эпохи Возрождения, импрессионизм, Ван Гог, Гоген, Матисс, также мастера русского искусства – Коровин, Репин, Суриков, Левитан. Еще бы к числу своих любимых художников я бы подставил такие имена, как Аркуэлл Кент из русских, Фальк. Вот такие еще могут быть. Валентин Иванович, вы с 1970-х годов постоянный участник художественных выставок. Вы очень много работаете, пишете на пленэре. В ваших произведениях чувствуется простота композиции, которая помогает зрителю легко войти в картину, окунуться в мир художника. В них всегда есть звучание цвета, они очень эмоциональны. Насколько легко пишутся работы? Я постоянный участник художественных выставок с середины 70-х годов. Выставки областные, республиканские, краевые, всероссийские выставки в последние годы. То есть я постоянный участник всех международной выставки и так далее. Учился я всегда у всех художников, которые работают творчески. В Семипалатинске были прекрасные мастера, у которых многому я научился. Такие как Третьяков, Шереметьев, Беляев, Сухов, Солодухин, Егоров. Также такие как Шмидт Виктор, такие как Талгат Татиев и многие другие, такие как Столяров, Михаил Ермошкин, Чайкин. Большим интересом я отношусь к живописи Макарова, Гумара, Жуанышева, Толеугазы, Махно Александра, также графика Утибаева, Нурбулана и других. Когда я приехал в Барнаул, круг моих друзей расширился, потому что так же, как и там, есть замечательные художники, у которых я учусь. Красикова, которая, кстати, и там была, и здесь. Вот вместе мы работаем, просто прекрасная художница. Так же, как и Виталий Борисов, тоже из Семипалатинска. Вот. У нас здесь еще артист Коротков, с которыми, Виктор Коротков, с которыми мы всегда тесно дружим. И
и есть о чем поговорить. Мы все-таки земляки. Вот. Конечно, над картиной приходится работать непросто над картиной. Она не всегда получается. Бывает, как-то легко пойдет, а бывает годами никак не складывается, не получается, и все, если у тебя какие-то особенные требования, такие, хочется все-таки свою мысль передать. Вот она может отстаиваться, потом снова. В общем, сложный процесс, это у каждого художника он присутствует. Поэтому они рождаются по-разному. Очень помогают хорошо пленеры, которые положили начало у меня еще в художественном училище. Далее с Кириллом Ивановичем Шебеком ездили, двухмесячные пленеры. Это вообще тоже много давало. И здесь, на Алтае, я постоянно, каждый год мы ездим с друзьями на пленеры. Здесь есть замечательные художники, у которых можно поучиться. И я абсолютно такими горжусь, как Скурихин, такими, как Николай Острецов, такими, как Будкеев, такими, как Ковешникова, живописцы здесь. На Алтае меня очень привлекает живопись таких художников, как Гнилицкий Александр, Арестов Андрей, Щетинин Анатолий, Кукса Василий, Ашкенази Татьяна, Васин Валерий и другие. Перечислять можно всех. Все они отличные. Все те, которые работают творчески. Поэтому я считаю, что самое главное, чтобы не пропал этот дух, чтобы не пропала вот эта уверенность в том, что ты кому-то нужен, даже если не все воспринимают однозначно твою работу, но есть же такие, которые все-таки ее оценят, и это уже хорошо, это уже здорово. Валентин Иванович, расскажите, пожалуйста, о портретных работах и что для вас важно в процессе работы над портретом? Что же важно в работе над портретом? Когда я задумываюсь над этим, то получается, что первое, все-таки очень важно, чтобы было взаимное горение, желание написать. Портретируемый должен с такой же ответственностью подходить. Начало работы я, конечно, должен продумать. Значит, опять же, важно, во что одет этот человек, какие цветовые пятна там находятся, каков фон. А потом я думаю над тем, какой выбрать формат и размер работы. Может быть маленький, может быть большой, в зависимости от того, какую я задачу себе поставил. Когда я начинаю работу, это первый этап, это, конечно, композиция и построение. Она же должна быть четкой, определенной, потому что это очень важно. Это уже фундамент для будущего произведения, и его не исправишь. Хотя по ходу дела, может быть, немножко можно исправлять. По-разному работают художники. Я, например, делаю рисунок не настолько основательный, но тем не менее конструктивный. Потом продолжаю кистью также рисовать, не забывая все время об общем колорите, который очень-очень важен. В гармонии всех больших пятен и малых тоже, о пластичности. То есть получается, что в работе над портретом важно все. Продолжительность портрета бывает действительно разной, вплоть до
20 сеансов и более. Валентин Серов писал до 100 сеансов портреты, а известный художник Эмиль Коро сказал однажды, что если бы у меня была такая возможность, то я один портрет писал бы всю свою жизнь. В этом есть глубокий смысл. Конечно же, в работе над портретом нужно не срисовывать и не списывать то, что ты видишь, а работать над образом человека. Что для вас значит счастье? Что же такое счастье? Счастье, на мой взгляд, это когда просыпаешься утром рано и радуешься каждому дню, окружающей тебе природе, окружающим тебя людям, когда занимаешься любимым делом и когда ты кому-то нужен. Поэтому я человек счастливый. У меня есть хорошая семья, где любовь, уважение и понимание друг друга. Нинуля, моя жена, хранительница домашнего очага. Она человек творческий, при всей занятости всегда находит время для рукоделия, имеет хороший художественный вкус. Также меня всегда поддерживают и вдохновляют мои дочери Катя, Ульяна и Оля. Все они получили хорошее образование, растут замечательные внуки, которые радуют своими успехами. Мне всегда везло на хороших людей. Они окружали меня везде и всегда, и всюду. Поэтому самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы было чистое небо над головой, и чтобы всем было в этом мире хорошо и свободно. Разве это не счастье? На этой очень красивой ноте мы завершаем сегодняшнюю встречу. Валентин Иванович, большое спасибо, что вы нашли время для нас, за предоставленный материал. Хочется пожелать вам новых встреч, новых проектов, выставок, новых картин. Здоровья, благополучия вам и вашей семье. Большое вам спасибо. Уважаемые зрители, мы ждем от вас вопросов, комментариев и до следующих встреч.